Как известно, в республике введены веерные отключения. Свет отключают по графику 2 раза в день по 2 часа. Однако здесь электричество отключают чаще. Верные отключения – это по всей Абхазии. Отключают, на это никто не жалуется. Но помимо этого у нас на одной линии, на десятке, тридцатка у нас здесь проходит, 9 трансформаторов стоят. Никак не включаются вот это все вместе. Пока один из этих 9 трансформаторов, любой трансформатор не отключат, нельзя, невозможно включать. Ну, какая-то техническая неполадка. Надо приехать. Есть у нас районная электросеть. Мы несколько раз обращались. Ну, приходят оттуда электрики, простые электрики, они не могут разобраться в этом деле. Простой электрик может просто провод подсоединить, изолятор заменить, а трансформатор, он не имеет права даже туда зайти и что-то делать. Кто-то говорит насчет майнинга, но лично мы никого не видели, и это не наше дело. Пускай приедут, есть район, есть глава администрации района, пускай проверят, посмотрят. А мы, простые люди, не имеем права кого-то выявлять. По словам местных жителей, линии электропередачи и опорные столбы в селе не менялись с советских времен. Отключение света приносит неудобства не только сельчанам, но и наносит ущерб электроприборам. В момент подачи электроэнергии возникают скачки напряжения, из-за которых приборы часто выходят из строя. Наша проблема в том, что свет выключают. Выключают в каждые 20 минут. Начинают рубильник, кто-то испорченный, говорят, туда идут, там не могут делать. А причину мы не знаем. А люди же мучаются. Стиральная машина горит, холодильник горит, напряжение падает. Силы же не хватает. А как бы Меркула всю войну прошли. Неужели нормальный свет не заслуживает? Наши ребята. Вот у нас кладбище вот там рядом. Ребята, свет нету. А как это быть? И кто должен решить? Туда придешь, туда иди. А это же люди же мучаются. Не жалко народ. Некоторые жители связывают сложную ситуацию с энергоснабжением с деятельностью в селе майнеров криптовалют. Как сообщили нам в сельской администрации, официальных данных о том, что в Маркуле налажена добыча криптовалют, нет. Однако они не исключают такой возможности. Майнеры, конечно, во всех деревнях стоят. Это никому, это факт, это известный факт. Ну, как мы, это мой сосед, твой сосед и так далее. В итоге страдаем мы все. Это, во-первых, не по-абхазски тоже получается. Это неправильно. Надо думать о соседа тоже. Ничего, что он деньги зарабатывает, а тот без света сидит. Иола Шоу по специальности экономист. По ее мнению, у этой проблемы есть только одно решение. Я не знала, что это такое, и не вижу, и не видела никогда. Вот. Только вот когда читаешь или по телевидению видим, мы все похожи, мы вот кто это не имеет, мы только по телевидению видим и наслышаны, ой, у кого-то там есть, у другого есть. Если они наслышаны, кто-то реально у кого-то где-то, или депутат, не депутат, пускай они возьмут, есть определенные органы, нет, есть, создадут, или если даже нет, и устранят. Купля-продажа оборудования для майнинга происходит по-разному. Одни дают объявления, другие находят продавцов через знакомых. По словам Иолы Шоу, в село уже не раз приезжали продавцы майнеров. Даже спустилась на машине, думаю, может, я смогу этого человека увидеть. Нет, он уже, видать, выехал, но к людям он подъезжал, что он продавал майнеры наглым образом, по деревням ездят и продают свои майнеры. Это вы считаете нормально? Это ненормально. Такая ситуация по Абхазии идет с этими майнерами, а тут и в наглую продают, и ездят по деревням на машинах
А кто-нибудь купил или нет, вы не знаете? Нет, дороговато, видать, было. Говорят, что очень дорого было, мы не смогли. В общем, частое отключение электроэнергии в селе Маркула происходит по многим причинам. Как нам сообщил по телефону глава чемчирского филиала РУП «Черноморэнерго» Беслан Ахуба, в ближайшие дни в Маркулу приедут специалисты, чтобы понять и устранить причину проблем с энергоснабжением села. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.